Здравствуйте, ребята! Меня зовут Автандил Арстамбекович, и я учитель русского языка. Я рад снова встретиться с вами. Ребята, я вам давал кроссворд, первую и вторую часть. Я думаю, что вы легко справились с кроссвордами и нашли все ответы. Сейчас сфотографируйте ответы, а после урока сравните их со своими. Если у вас все сошлось, то вы большие молодцы. А теперь перейдем к уроку. Ребята, посмотрите на рисунок. Что мы видим? На рисунке мы видим самолет, корабль, поезд. Это транспорт. Скажите, что мы делаем с их помощью? Мы передвигаемся. С помощью самолета передвигаемся по воздуху. С помощью корабля передвигаемся по воде. С помощью поезда передвигаемся по земле. Эту технику природа создала или люди? Да, правильно. Эту технику создали люди. И не просто люди, а умные, талантливые, образованные, с умелыми руками. Итак, тема нашего урока – умелые руки. Сегодня на уроке мы узнаем значение, которое передает имя существительное в именительном падеже. Научимся употреблять имена существительные в именительном падеже для обозначения лица или предмета, которые совершают действие. Поговорим об интересных профессиях. Но прежде мы познакомимся с новыми словами. Прочитаем слова. Обратите внимание на ударение. Буря. Действие. Конь. Сталевар. Степь. Хлебороб. А теперь, ребята, повторите за мной и старайтесь произносить правильно. Буря. Действие. Конь. Сталевар. Степь. Хлебороб. Ребята, давайте вместе попробуем понять значение новых слов. Буря. Очень сильный ветер. Ненастье с сильным ветром. Например, неожиданно человека настигла буря. Действие. То, что человек делает. Ребята, вы видите плакат. Как себя вести при пожаре? Первые действия при пожаре. Здесь объясняется, что надо делать, если начался пожар. Конь. Вы видите на рисунке. Например, мой конь самый лучший. Сталевар. Рабочий, который плавит сталь. Например, мой старший брат работает сталеваром. Степь – это ровная земля с травой, где не растут деревья и мало воды. Например, бескрайние степи Казахстана. Хлебороб – крестьянин, который растит хлеб. Земледелец. Хлебороб – почетная профессия. Новые слова будут нам встречаться в различных заданиях. Обратите на это внимание. Профессии. Хлебороб. Сталевар. Садовод. Умелые руки. Золотые руки. Добрые руки. Скажите, ребята, какие слова от каких слов образовались? Нашли ответы? Теперь проверим. Сталевар.
варить сталь. Лесоруб – рубить лес. Садовод – разводить сады. А сейчас потренируемся над произношением. Вы видите на экране схему и слова. Обратите внимание на схему, где 3 черточки и над второй черточкой стоит знак ударения. Так вот, каждая черточка – это слог, а сверху значок – знак ударения. Схема показывает, что все эти слова состоят из 3 слогов, и второй слог в них ударный. Читайте вместе со мной вслух. Бригада. Вступила. Спокойно. Строитель. Вернулась. Ну как, получилось правильно произносить слова? Теперь следующее задание. Будем работать со словом «рука». Вы видите на экране пословицы, но они не полные. Надо поставить слово «рука». Это слово надо поставить в нужной форме. Я думаю, что вы справитесь с этим заданием. Белые руки чужой труд любят. Правая рука не знает, что делает левая. Чужую беду руками разведу. Одной рукой узел не завяжешь. Ребята, теперь попробуйте объяснить значение пословицы. Если не найдете объяснения, то я вам помогу. Белые руки чужой труд любят. Это означает, что человек, не приученный к работе, живет за счет других. Правая рука не знает, что делает левая. Так говорят о человеке, который делает одно, а потом делает совершенно противоположное, без смысла. Чужую беду руками разведу. Это когда кто-либо считает, что чужие проблемы легкие и дает несерьезные советы или советует вообще не обращать на них внимания. Одной рукой узел не завяжешь. Означает, что в одиночку ты не сделаешь дело. А если делать с близкими, то все получится лучше. Ребята, не зря мы вспомнили пословицы со словом «руки», потому что тема сегодняшнего урока – умелые руки. И говорим мы о людях, чей труд создает все, чем мы пользуемся. А теперь, ребята, аудирование. Послушайте маленький диалог, затем ответите на вопросы, которые вы видите на экране. Внимательно слушайте диалог и ищите ответы на вопросы. О чем внук попросил деда? Что дедушка ответил ему? Кто делает хорошие дела? Кто вырастил хлеб? Кто построил дом? Кто посадил яблони? Кто нарисовал картину? Кто написал книгу? Что остается людям? Внук попросил деда: расскажи о хороших делах. Дедушка согласился. На земле много хороших дел, сказал он. Хлебороб вырастил хлеб, строитель построил дом, садовод посадил яблони, художник нарисовал картину, писатель написал книгу. Хорошие дела остаются людям. Нашли ответы? Давайте посмотрим. О чем внук попросил деда?
Внук попросил деда, чтобы он рассказал о хороших делах. Что дедушка ответил ему? Дедушка ответил внуку, что на земле много хороших дел. Кто делает хорошие дела? Хлебороб, строитель, садовод, художник, писатель. Кто вырастил хлеб? Хлеб вырастил хлебороб. Кто построил дом? Дом построил строитель. Кто посадил яблони? Яблони посадил садовод. Кто нарисовал картину? Картину нарисовал художник. Кто написал книгу? Книгу написал писатель. Что остается людям? Людям остаются хорошие дела. К диалогу у меня есть несколько вопросов. Посмотрите на экран. Вы видите диалог, который я вам только что прочитал. В диалоге некоторые слова выделены. Хлебороб, строитель, садовод, художник, писатель, дела. Ребята, вопрос. Что означают выделенные слова? Выделенные слова обозначают профессии людей. В каком падеже употребляются эти слова? Эти слова употребляются в именительном падеже. Ребята, когда существительные стоят в именительном падеже, они означают, что человек или предмет сами совершают действие. Итак, как назвать лицо или предмет, которое совершает действие? Первое. Задаем вопрос «кто» или «что». Второе. Употребляем имя существительное в именительном падеже без предлога. Например, кто? Художник. Художник нарисовал картину. Что? Дела. Хорошие дела остаются людям. Теперь перейдем к следующему заданию, чтобы закрепить новое правило. Вам надо найти подлежащее и сказуемое. На экране вы видите образец, как выполнить его. Задайте вопрос и сформулируйте ответ. Образец. Хлебороб вырастил хлеб. О ком говорится в предложении? О хлеборобе. Какой вопрос зададим к слову хлебороб? Вопрос «кто?». Слово «хлебороб» – это подлежащее. Что говорится о хлеборобе? Хлебороб вырастил хлеб. На какой вопрос отвечает слово «вырастил»? На вопрос «что сделал?». Вырастил – это сказуемое. Вам понятен образец? Ну, тогда выполняем задание. Задайте вопросы, найдите подлежащее и сказуемое. Строитель построил дом, садовод посадил яблони, художник нарисовал картину. А теперь сравните ваши ответы с моими. Если все правильно, то вы молодцы. Строитель построил дом. О ком говорится в предложении? О строителе. Какой вопрос зададим к слову «строитель»? Вопрос «кто?». Строитель – это подлежащее. А что сделал строитель? Строитель построил дом.
На какой вопрос отвечает слово «построил»? На вопрос «что сделал». Построил – это сказуемое. Садовод посадил яблони. О ком говорится в предложении? О садоводе. Какой вопрос зададим к слову «садовод»? Вопрос «кто?». Садовод – это подлежащее. А что сделал садовод? Садовод посадил яблони. На какой вопрос отвечает слово «посадил»? На вопрос «что сделал?». Посадил – это сказуемое. Художник нарисовал картину. О ком говорится в предложении? О художнике. Какой вопрос зададим к слову «художник»? Вопрос «кто?». Художник – это подлежащее. Что сделал художник? Художник нарисовал картину. На какой вопрос отвечает слово «нарисовал»? На вопрос «что сделал?». Нарисовал – это сказуемое. В следующем задании вы определите род и склонение выделенных слов в тексте, а где нужно, поставьте окончание или мягкий знак. Смотрим на экран. Ну как, выполнили? Сейчас проверим. Старший Чабан привел стадо овец в аил. Его дочь – это слово женского рода, третье склонение, поэтому пишем с мягким знаком. Гуля верхом на коне охраняла овец. Вдруг началась буря. Буря женского рода, первое склонение. Сильный ветер, ветер мужской род, второе склонение, погнал овец куда-то в степь. Метель, это женского рода, третье склонение, замела все следы. Долго люди искали Гулю, но не нашли. Поздно ночью девочка, женский род, первое склонение, вернулась со стадом. Ребята, в этом тексте определяем род и склонение выделенных слов. А где нужно, ставим правильное окончание. Посмотрите на экран. Давайте проверим ответы. По земле идут поезда. Поезда – это слово мужского рода, второе склонение. И машины. Машина женского рода, первое склонение. По морям плывут корабли. Корабль мужского рода, второе склонение. В небе летают самолеты. Самолет мужского рода, второе склонение. В космосе спутники. Спутник мужского рода, второе склонение. Все это создали рабочие руки. Рука женского рода, первое склонение. Человек должен уважать дело. Дело – средний род, второе склонение. Своих рук и труд. Труд – мужской род, второе склонение другого человека. Ребята, теперь в новом задании, которое вы видите на экране, поставим нужные слова. Вам помогут слова для справок, а затем определим род этих имен существительных. Мы ведь знаем, как определять род существительных. Тогда работаем.
Проверяем. Я думаю, вы правильно выполнили это задание. В селе молодежь, женский род, провела соревнования по футболу. Сельский врач, мужской род, сделал сложную операцию. Ключ, мужской род, к знаниям книга. Помощь, женский род, пришла вовремя. Трудолюбивая мышь, женский род, сделала запасы на зиму. Верхний этаж, мужской род, был занят жилыми комнатами. Ёж, мужской род, на своей спине несет гриб. Ребята, а теперь задание из рабочей тетради для 5 класса. Посмотрите на картинку и ответьте, кто и что делал вечером. Ответили? Например, я ответил так, но у вас может быть свой ответ, и это тоже будет правильно. Папа после работы читал газету. Сын играл в кубики. Он построил домик. Мама приготовила ужин. Дочь помогала маме. Семья ужинала вместе, а потом все отдыхали. Ребята, есть задание. Оно не совсем обычное. На экране вы видите правила, инструкцию, но нет одного главного слова. Найдите это слово. А вот ответ. Сравните. Чтобы назвать лицо или предмет, который совершает действие, нужно задать вопрос «кто» или «что» и употребить имя существительное в именительном падеже, без предлога. Ребята, сегодня был интересный урок. Вы согласны со мной? Теперь подведем итоги нашего интересного урока. Мы узнали значение, которое передает имя существительное в именительном падеже. Научились употреблять имена существительные в именительном падеже для обозначения лица или предмета, который совершает действие. Поговорили о людях, чьи умелые руки создают полезные вещи и предметы, и об их профессиях. На сегодня все. С вами был Автандил Арстамбекович. До свидания.